Передаю вам Спасибо. Я вам покажу, нет? Да я не знаю, по вашему желанию, как хотите. Я думаю, лучше не стоит. Так. Здравствуйте еще раз. Приветствую всех участников гражданских выходных. Меня зовут Ядреев Вячеслав. Как представил меня уже Михаил. Дмитрий Михайлович, извиняюсь. Я хочу вам рассказать тему создания некоммерческой организации и создания территориального общественного самоуправления. Вкратце оно звучит как ТОС. Сперва традиционно мы начнем с определения некоммерческой организации. Наверное, многие уже знают, но тем не менее нужно начать всегда, обычно начинают с определения, что такое некоммерческая организация. Некоммерческая организация – это организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Вот. Некоммерческие организации могут создаваться для целей, направленных на достижение общественных благ. Туда входят социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные, управленческие, охрана здоровья граждан, развитие физкультуры и спорта и так далее. Все перечислять не буду до конца. Вы, наверное, уже все примерно знаете, что такое некоммерческие организации и ради чего они создаются. Хотелось бы пояснить следующее, да, что, возможно, не вы, но многие, когда ко мне обращаются, они просят помочь им в создании некоммерческой организации. Когда я у них спрашиваю, определились ли они с формой некоммерческой организации, они как бы уже не понимают, о чем я говорю, и говорят, повторяются, хотят создать некоммерческую организацию. Хотелось бы пояснить, что некоммерческая организация – это такое общее понятие, как и коммерческие организации, так и некоммерческие организации. Они подразделяются на формы, на виды некоммерческих организаций. То есть у некоммерческих организаций есть, к ним относятся и общественные организации, и фонды, и автономные некоммерческие организации. Вот. И в общем все это называется некоммерческие организации. Учреждения, очень много учреждений, государственных, муниципальных учреждений. Вот у всех организаций, у которых не имеет целью является не извлечение прибыли, они относятся к некоммерческим организациям. Вот. Кто может быть учредителем некоммерческой организации? Стандартно для всех некоммерческих организаций учредителем может выступать граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации. Для определенных форм некоммерческих организаций бывают различные требования. Например, для самой распространенной формы некоммерческой организации, это общественная организация, требуется минимум 3 физических лица, достигших 18 лет. А также могут выступать юридические лица. Для общественных организаций юридическими лицами могут быть только общественные же организации либо общественные движения. Другие юридические лица учредителями выступать для общественных организаций не могут. Вот. А для других иных форм могут выступать единственные учредители, либо тоже также групповые учредители, и уже нету таких требований, как по количеству. Кто не может быть учредителем некоммерческих организаций? В отношении которых принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации, те лица, которые нарушили законодательство о противодействии экстремистской деятельности, легализация доходов, полученных преступным путем, лица, которые ранее являлись руководителем или входило в состав руководящего органа юрлица, в отношении которых
в соответствии с законодательством о противодействии экстремистской деятельности или о противодействии терроризму судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации. И четвертое – это лица, являвшиеся руководителями юридических лиц, в отношении которых принято решение о недостоверности сведений, либо об исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. И это ограничение действует в течение 3 лет. Насчет вот этого вот последнего ограничения, на практике действительно такое случалось, такое было на моей практике, когда ко мне обратились за созданием некоммерческой организации. Все было нормально, мы оформили все документы, они подали самостоятельно документы в Министерство юстиции. Также они звонили в Министерство юстиции по поводу, на какой стадии регистрации находится некоммерческая организация. Потом им объяснили, что решение принято о регистрации и направлено в налоговый орган. Через какое-то время, по истечении какого-то времени, когда документы уже должны были вернуться, им пришло уведомление об отказе в государственной регистрации. Оказалось, что один из учредителей создающейся некоммерческой организации является руководитель бывшего юридического лица, в отношении которого было принято решение о исключении из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. То есть инициатором выступила налоговый орган. В таком случае принимается решение об отказе в государственной регистрации. Вот. По поводу учредителей, есть у кого-нибудь вопросы? Я могу сразу ответить. Если вопросов не имеется, мы пойдем дальше. Да? Какая форма подходит? Часто при создании у людей возникает вопрос, какую форму им выбрать для того, чтобы создать некоммерческую организацию. В этом вопросе я всегда советую отталкиваться от того, какую цель, ради чего вы создаете свою некоммерческую организацию, и сколько учредителей вы собираетесь, сколько учредителей собирается от нее выступить. Вот. Если у вас один учредитель, да, то можно создать только автономную, не только, а если у вас один учредитель, и если вы собираетесь работать только одним человеком, самого себя избрать руководителем, то здесь только подойдет такая форма, как автономная некоммерческая организация. Единственная форма, при которой возможно одним человеком создать и работать, осуществлять свою деятельность. Но оно предоставляется только для оказания каких-либо услуг. Вот. Общественная организация – это самая распространенная, как я уже говорил, форма некоммерческой организации. Оно создается для того, чтобы объединить какое-то количество людей на основе общего интереса для удовлетворения каких-либо нематериальных потребностей. Общественное движение очень похоже на общественную организацию, только она отличается, что там нет членов организации, они называются участниками, и такая форма носит массовый характер объединения. То есть их обычно становится очень много. Вот. Здесь у меня указаны не все формы некоммерческих организаций, а только те формы, которые часто встречаются и очень распространены. Фонд некоммерческих организаций создается для аккумулирования денежных средств и их последующее направление уставных целей. Фонд может создаваться либо одним, либо несколькими учредителями, но в обязательном порядке имеются органы
в том числе попечительский совет, обязательный орган для всех фондов. И поэтому одним человеком создать и работать фонд невозможно. Ассоциация, либо союз некоммерческих организаций – это объединение граждан и юридических лиц для представления и защиты общих, как правило, профессиональных интересов. Например, в ассоциацию обычно объединяются те юрлица, ну, в основном юрлица или граждане, которые заинтересованы в одном направлении, да, либо в профессии, например, ассоциация стоматологов, ассоциация парикмахеров, может быть, и так далее. Перейдем к наименованию некоммерческих организаций. Наименование некоммерческих организаций требуется для того, чтобы не было нарушений, соблюсти следующие требования, да, правила. Наименование некоммерческой организации должно характеризовать направление ее деятельности. То есть нельзя некоммерческую организацию создать, указав только организационно-правовую форму и сразу же наименование, как это делается для многих коммерческих организаций. То есть обязательно нужно краткое, ну, можно и не краткое, указать характер деятельности, то есть чем примерно занимается некоммерческая организация. Использование в наименовании некоммерческих организаций слов на языке народов России возможно. Между тем требуется перевод к этому слову, либо справка о том, что слово не переводится на русский язык. Очень актуально для национальных республик, в том числе и для Республики Саха-Якутия. Именно, ну, у нас часто бывает такое, что в наименовании используются слова народов Российской Федерации. Это у нас бывает на якутском, на эвенкийском, на эвенском, долганском и так далее языка. В этом случае требуется обязательно перевод прямо в наименование некоммерческой организации. Вот, если это слово не переводится на русский язык, а таких слов бывает очень много, то, к сожалению, нужно взять справку и о том, что это слово не переводится на русский язык, и приложить к пакету документов. В названии некоммерческой организации нельзя использовать наименование органов государственной власти и местной власти, существующих политических партий. При использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина требуются документы, подтверждающие правомочия на их использование. То есть часто, ну не часто, а бывают такие случаи, когда в наименовании некоммерческой организации используется имя, фамилия и отчество какого-то гражданина. Вот. И для этого требуется его письменное согласие. В случае, если этот человек, чье имя уже используется в наименовании, умер, тогда требуется разрешение также письменно его ближайших родственников. Там уже идет очередь по коленам. Если есть дети, то это как бы достаточно их согласия, либо братьев. Дальше идут двоюродные братья, двоюродные тети, дяди и так далее. Слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от них допускается с разрешения, выдаваемому в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Такие слова использовать нельзя, если у нас некоммерческая организация является местной либо региональной. Без разрешения можно использовать слова «Россия», «Российская Федерация», если это общероссийская общественная организация, либо объединение работодателей. Также это распространяется на религиозные централизованные организации, которые уже на момент регистрации действовали более 50 лет. Ну, не менее 50 лет, 50 лет и более.
А также те некоммерческие организации могут использовать эти слова, которые созданы в соответствии с федеральными законами, с актами главы государства, правительства Российской Федерации, а также организации, единственный учредитель которых юридическое лицо, создано на основании таких актов. Далее, устав. Устав является основным документом любого юридического лица. Все, что будет прописано в уставе, обязательно для исполнения самой организации. Многие не читают свой устав, не знают свой устав, и это является как бы не есть хорошо, так как организация должна действовать в соответствии со своим уставом. Этот устав будет проверяться Министерством юстиции, и когда бывают такие случаи, когда Министерство юстиции спрашивает по этому же уставу, многие и часто некоммерческие организации, представители некоммерческих организаций, те же руководители некоммерческих организаций не знают простейшие даже названия своих органов, каким органом принимается, как принимается тот или иной вопрос, как избирается тот же руководитель. Должность его может называться по-разному. Это лицо, имеющее право без доверенности действовать, например. Руководителем может также называться председателем, директором, исполнительным директором, неважно. Но нужно, чтобы была такая вот логика, чтобы, если он называется председателем, в общественной организации часто используются председатели, то и в протоколе нужно указывать, что избирается председатель. Часто бывает то, что в уставе прописан председатель, в протоколе избрали, например, руководителя написали, либо генерального директора, а в заявлении написали еще и третье какое-нибудь название, президент организации. Вот поэтому прошу внимательно отнестись к документам при заполнении всех требующих документов для регистрации. В уставе должны быть отражены следующие положения. Это наименование некоммерческой организации, которое должно содержать характер деятельности, как я говорил, и организационно-правовую форму. Местонахождение некоммерческих организаций. Здесь указано не адрес некоммерческих организаций, а местонахождение. То есть не обязательно именно в уставе указывать полный адрес некоммерческой организации. То есть это не только муниципальное образование, город либо село, но и указывать улицу, дом, квартиру, кабинет и так далее. Этого в уставе можно не указывать. И почему? Потому что вы можете в районе города либо села изменить свой адрес. В этом случае потребуется, если вы укажете полный адрес организации, вам необходимо будет вносить изменения в устав. Вот. Для этого потребуется подавать документы в Министерство юстиции и платить государственную пошлину в размере 800 рублей и подавать в новой редакции новый устав. То есть этот же устав, но уже в новой редакции. И заново будет проверяться весь устав полностью. Вот, хотелось бы сказать, что в законе часто используются слова «внести изменения» и «дополнение в устав». К сожалению, дополнение, как его знают многие, приписать к уставу дополнение каким-нибудь дополнительным листом, пару пунктов и подать документы. Такое, к сожалению, не работает. Министерство юстиции вам откажет, либо даже не примут такие документы. Всегда нужно подавать документы, даже если у вас исправляется какое-нибудь малейшее содержание в уставе, то подавать устав в новой редакции полностью. И весь устав будет проверяться заново. Также нужно обязательно указывать территорию деятельности для общественных объединений.
Это у нас входит для общественных организаций, для общественных движений, органов общественной самодеятельности. Туда же входят и ТОСы. Это у нас территориальное общественное самоуправление. Также необходимо указывать порядок управления деятельностью. Для фондов попечительский совет обязательно нужно указывать полный порядок управления. Туда входит название органа, каким органом он как бы назначается, избирается, в каком количестве, какие у него полномочия, как эти вопросы принимаются по решению и так далее. Предмет, цели деятельности. В обязательном порядке вы будете указывать, ради чего вы создаетесь. Это цели деятельности некоммерческой организации. Предмет – это виды деятельности, чем будет заниматься будущая некоммерческая организация. И хотелось бы сразу сказать, что нужно логически указывать, да, наименования, цели и виды деятельности, чтобы они соответствовали друг другу. Если у вас по наименованию будет одно, цели будут содержать другое, то непременно вам откажут в государственной регистрации. Сведения о филиалах и представительствах, в случае, если они у вас возникают, то вы будете обязаны внести их в устав. Права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее – это для членских организаций, таких как общественная организация, ассоциация, общественное движение и так далее. Источники формирования имущества некоммерческих организаций, порядок внесения изменений в учредительные документы и порядок использования имущества в случае ликвидации. Но в случае ликвидации все имущество, которое имеется на балансе, все деньги, которые имеются на счетах некоммерческой организации, являются собственностью некоммерческих организаций, и в большинстве своих случаев, в 95%, все имущество должно идти на цели, ради чего некоммерческая организация и создавалась. То есть члены, учредители и участники некоммерческих организаций не могут забрать с собой часть денег либо имущества, кроме общин. Общины имеют свой специальный закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера. Вот. И по этому закону у них есть свои нюансы. Да? По поводу символики. До какого-то года символика регистрировалась, после 2015 года, кажется, регистрация отпала, теперь символику регистрировать не требуется. Тем не менее, если вы будете использовать символику в своей организации, на бланках, в уставе, на товарах каких-нибудь, либо еще где-то, то эту символику в обязательном порядке нужно внести, ее описание, в устав. Она вносится в устав. Если есть вопросы, я могу ответить по поводу устава. Если нет вопросов, переходим к следующему документу. Это принятие решения о создании некоммерческих организаций. Он оформляется обычно протоколом. Это если у нас коллегиальный орган учредителей, да, будет несколько учредителей, либо решение единственного учредителя, это, соответственно, если будет учредитель один. В решении о создании некоммерческой организации в обязательном порядке нужно проставлять дату, место и время проведения, сведения о всех лицах, принявших участие в собрании. Необходимо
указывать фамилия, имя, отчество всех участников, всех учредителей, которые приняли в этом собрании и которые будут являться учредителями и которые будут голосовать по всем вопросам, имевшихся на повестке дня. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. Обязательные вопросы, которые должны быть в протоколе, либо в решении единственного учредителя, это создание либо утверждение некоммерческой организации, утверждение его устава, определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества, избрание всех органов управления и исполнительных органов. Также здесь у меня, к сожалению, не указано, но в обязательном порядке нужно еще определить ответственное лицо, которое будет выступать заявителем для регистрации некоммерческой организации. Заявителем может выступить любой из учредителей некоммерческих организаций. То есть, если заявителем вы указываете то лицо, которое не является учредителем, то это будет ошибкой. Например, вы избрали председателем иное лицо, которое не присутствовало, то есть оно присутствовало, но не записано как учредитель. То есть он не является учредителем, а является членом организации, и его можно избрать председателем, да? И вы указали заявителем вот этого председателя. Это будет являться ошибкой именно при создании, потому что в законе указано, что заявителем выступает именно учредитель, любой из учредителей. Всех учредителей указывать не обязательно, достаточно одного. Вот. Хотелось бы еще сказать, что в последующем, после того, как вы зарегистрируете свою некоммерческую организацию, в этом случае вы уже заявителем будет всегда выступать председатель. Это лицо, имеющее право без доверенности действовать. Дальше идем. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. Вы обязательно указываете лицо, ответственное за подсчет голосов, который будет считать голоса. Эту ответственность можно отнести на секретаря. Ну, обычно при коллегиальном органе избирают председательствующего и секретаря. И вот на этого секретаря обычно возлагают эту обязанность по подсчету голосов. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол. В Гражданском кодексе это указано как в обязательном порядке в случае, если действительно появятся такие лица, которые были против. Но на практике, особенно при создании, такого у меня, например, никогда не встречалось, чтобы кто-то голосовал против. Тем более, что при создании такой вопрос повестки дня, как учредить либо создать некоммерческую организацию, в обязательном порядке нужно, чтобы проголосовали все учредители «за». То есть нужно единогласное решение «за». И в конце обязательном порядке требуются подписи, личные подписи председателя и секретаря этого заседания, либо учредительного собрания, либо конференции, либо единственного учредителя в решении. Подписи всех учредителей, если их было, там, я не знаю, 5-6, то не обязательно. Следующий документ – заявление по форме R11-001. Он является, ну, все заявления утверждены приказом Федеральной налоговой службы. Реквизиты вы видите на слайде. Они являются универсальными для всех юридических лиц, которые хотят зарегистрироваться в качестве юридического лица.
хотелось бы сказать, что со вчерашнего дня были внесены изменения по формам заявлений, уведомлений. Теперь их число сократилось по формам, но при создании названия, номер формы остался таким же R11001, но туда были внесены изменения. Прошу обратить внимание. Для тех, кто уже зарегистрирован и встречался с такими формами, хочу обратить внимание, что изменились формы подачи при внесении изменений в устав некоммерческих организаций и при внесении изменений, не связанных с учредительными документами. Эти две формы были объединены в одну, и теперь она называется R130014. При представлении документов непосредственно в Министерство юстиции, Министерство юстиции у нас является федеральным органом исполнительной власти, и он является единственным в Республике Саха-Якутия, находится в городе Якутске по адресу Амосова, 18, кто не знает, да, и принимает по графику приема. В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией, как мне известно, они принимают по предварительному согласованию. То есть необходимо сначала до них дозвониться, согласовать дату и время приема, только в этом случае приходите сдавать документы. В случае, если вы непосредственно пойдете сдавать документы, заявитель, да, весь пакет документов пойдет сдавать, требуется, то есть не требуется нотариальное заверение его подписи в заявлении. Это сделает специалист, который принимает документы непосредственно в Министерстве юстиции. Перечень документов, который необходим для создания. Заявление о создании по форме R11001 оформляется в 2 экземплярах, один из которых нотариально должен быть заверен, но в случае, как я уже говорил выше, если заявитель имеет возможность непосредственно сдать документы, то нотариальное заверение отпадает. Устав некоммерческой организации в количестве 3 экземпляров, протокол решения, либо решение единственного учредителя в 2 экземплярах. Здесь хотелось бы сказать, что протокол, либо это решение единственного учредителя, оно не вернется с Минюста, с Министерства юстиции, поэтому, когда вы сдадите эти 2 экземпляра, поэтому советую оставить у себя несколько экземпляров, либо на компьютере, либо в бумажном виде. Уплатить госпошлину в размере 4000. Все документы, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки. Способы подачи документов. Существует 4 способа подачи документов. Это непосредственно подать документы в Министерство юстиции, отправить по почте, отправить через доверенное лицо, либо направить в электронной форме. Непосредственно я вам уже сообщил, какие для этого нюансы требуются. По почте в этом случае вы в обязательном порядке оплачиваете госпошлину в размере 4000 и в обязательном порядке нотариально заверяете 1 экземпляр заявления по форме R11001. По доверенности то же самое. Помимо этого требуется еще и нотариальная доверенность на лицо, которое непосредственно пойдет сдавать вместо вас документы. И форма подачи в электронной форме. В этом случае не требуется уплата в размере государственной пошлины в размере 4000, если вы будете подавать в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг.
для этого требуется покупка электронной цифровой подписи. Эта электронная цифровая подпись, ЭЦП, при создании покупается на заявителя, на физическое лицо, которое будет подавать документы. И в последующем, скорее всего, вот это ЭЦП, оно уже не потребуется. То есть, когда вы уже создадите некоммерческую организацию, то необходимо будет покупать новую ЭЦП, ну, если вы будете подавать в электронной форме отчеты, какие-то документы в налоговую, либо, я не знаю, там в пенсионный фонд, то потребуется уже ЭЦП на юридическое лицо, на должностное лицо, на статус вот этого юридического лица, вот этого должностного лица, кто будет подавать документы. Вот, я знаю, что ЭЦП покупается на год, и в этом случае есть плюсы в том, что не нужно платить государственную пошлину в размере 4000, а при отказе в государственной регистрации, если вы подали в бумажном виде, отправили по почте либо по доверенности и уплатили госпошлину в размере 4000 и получили отказ в государственной регистрации, то эта госпошлина сгорает. То есть при повторной подаче документов Министерства юстиции, после того, как вы исправите все нарушения, указанные в уведомлении об отказе, представленном Министерством юстиции, вы обязаны заплатить повторно 4000 и повторно подать документы. Вот, а в электронной форме вы будете подавать до тех пор, пока не зарегистрируете некоммерческую организацию. То есть, ну, у вас будет время в течение года. В любом случае шансы увеличиваются. Сроки принятия решений управления Министерства юстиции либо отказа в госрегистрации, либо положительного принятия решения о регистрации. Здесь указаны 30 дней в отношении общественных объединений. Это у нас, опять повторюсь, общественные организации, общественные движения. Туда же входят и ТОС, органы общественной самодеятельности. И 14 рабочих дней для иных некоммерческих организаций. Туда входят все иные некоммерческие организации, которые не являются общественными организациями, общественными движениями. Это у нас ОНО, фонды, частные учреждения, ассоциации и так далее. И прошу обратить внимание, что 30 дней – это у нас календарные дни, то есть туда входят и все рабочие и выходные дни. А для иных некоммерческих организаций это 14 рабочих дней. То есть это примерно где-то 3 недели. Вот. И все эти сроки указаны без учета времени на исполнение функции регистрирующим органом. Регистрирующий орган у нас является Федеральная налоговая служба. То есть при принятии положительного ответа, при принятии положительного решения Министерства юстиции на все документы, которые вы предоставляли им, направляются в налоговую службу, в налоговый орган. В нашем случае это Министерство, межведомственная, межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы номер 5 города Якутска. Вот, и обычно дается около 1 суток для курьера, который должен будет отнести документы в налоговую службу. Налоговая служба должна на 5-й рабочий день внести в единый государственный реестр юридических лиц ваши сведения. С этих пор ваша организация будет являться созданной как юридическое лицо, о вас все узнают, я имею в виду надзорные органы, это у нас пенсионные, какие-то бюджетные фонды социального страхования и так далее. В налоговую вы встанете на учет, и банки о вас узнают и начнут вам названивать, предоставляя свои услуги.
После этого, после налоговой курьер Министерства юстиции должен забрать эти документы, привезти обратно в Министерство юстиции. Все эти документы оформляются, подписываются руководителем, начальником управления Министерства юстиции, и после этого выдаются уже непосредственно заявителю некоммерческой организации. И на практике это может занять примерно 1,5 месяца. Имейте это в виду. И никакие ускорения, просьбы, мольбы, чтобы ускорить этот процесс, скорее всего, не воздействуют на специалистов Министерства юстиции. Вот. Потому что специалисты очень заняты, у них очень много работы, и то время, которое дано им и так по закону, может дать им и не хватает для принятия решения. Для тех, кто уже зарегистрирован и создан в качестве юридического лица, следующая информация. Для того, чтобы внести изменения в устав, все сведения, которые указаны в уставе, если они у вас будут изменены, вам в обязательном порядке необходимо внести изменения в этот устав и подавать в течение 3... Никаких сроков нету, да, для того, чтобы подать документы. Тем не менее, в законе указано, что в уставе некоммерческой организации должны быть действующие положения. То есть они должны соответствовать федеральному законодательству, действующему законодательству Российской Федерации. И для того, чтобы внести изменения в устав, потребуются следующие документы. Это заявление о госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы по форме R13-014 в 2 экземплярах. В этом порядке при подаче документов в заявлении в обязательном порядке подпись заявителя, а заявителем у нас выступает лицо, имеющее без доверенности действовать. Его должность может называться по-разному, как я говорил, председатель, президент, генеральный директор и так далее. Нотариально заверено. Даже если он пойдет сдавать документы непосредственно, в любом случае уже в обязательном порядке его подпись должна быть нотариально заверена в одном экземпляре заявления. Решение о внесении изменений в учредительные документы также оформляется в форме протокола, либо, если это единственный учредитель, решение единственного учредителя в 2 экземплярах, также оно не возвращается, эти 2 экземпляра, поэтому оставьте у себя несколько экземпляров. Устав в новой редакции в 3 экземплярах. Забыл сказать, что устав подается в 3 экземплярах. Ранее говорилось, что все документы более одного листа должны быть прошиты, пронумерованы, заверены на последнем листе в месте прошивки. Но 3-й экземпляр устава, его не стоит прошивать. Это требование Министерства юстиции. И при внесении изменений в учредительные документы требуется уплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. На эту форму регистрации осуществляется оно в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация при создании некоммерческой организации. В случае, если у вас вносятся изменения, не связанные с уставом, а это у нас является обычно изменение руководителя, изменение видов экономической деятельности, которые указаны в ГИБДЮ,
либо адрес некоммерческой организации. И если этот адрес не прописан в уставе полностью, как я говорил, в уставе можно прописать только местонахождение некоммерческой организации, то есть, например, Республика Саха-Якутия, Булунский Улус, например, город Типси. Вот, это будет являться местом нахождения без конкретного адреса. Вот, и в случае изменения адреса вплоть до кабинета, номера кабинета, либо офиса, либо квартиры, вы обязаны внести изменения в ЕГРЮ, в Единый государственный реестр юридических лиц. В течение 3 дней вы обязаны подать документы в Министерство юстиции. Вот. Для этого вы заполняете заявление, то же самое R13014 по форме, но заполняются уже соответствующие формы, листы этого заявления. Также для того, чтобы подать заявление, необходимо заверить подпись в обязательном порядке заявителя. Подается также в 2 экземплярах. И решение, протокол, либо решение единственного учредителя, либо выписка из протокола руководящего органа, который принял решение о таких изменениях в 2 экземплярах с печатью НКО. И также эти 2 экземпляра не вернутся обратно. Имейте это в виду. Вот, теперь, если у вас есть вопросы, я мог бы ответить на ваши вопросы. Ага. Если нет вопросов, мы переходим к созданию территориальных общественных самоуправлений. Это у нас вкратце ТОС. ТОСы у нас определены федеральным законом номер 131. Называется он «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». И согласно статье 17 этого закона, определение ТОСа следующее. Форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории местного самоуправления для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Территория ТОС. То есть ТОСы могут создаться, указав свою территорию. Следующее. Микрорайон, квартал, двор, улица, дом и даже подъезд многоквартирных жилых домов. Иные территории проживания. Зачем нужен ТОС? ТОС очень положительно влияют на качество жизни людей, на территории которых они проживают. Они могут заниматься, как указано у меня на слайде, от благоустройства территории до сохранения культурного наследия. И очень помогают, если, конечно, этот ТОС очень активный, и руководство ТОСа является активным, участвует во всех грантах, получает там денежные какие-нибудь, участвуя в грантах, побеждает и получает денежные средства на использование этих средств на какие-либо положительные результаты. Да? Вот. Деятельность ТОС следующая. Я не буду все это зачитывать. Вы сами можете ознакомиться со всей деятельностью ТОС. Также идем непосредственно по этапам создания ТОС. ТОС создается в 2 этапах. Можно его разделить на 2 этапа. Это первый этап. ТОС создается непосредственно на месте, то есть у вас в селе, либо в Улусе регистрируется администрацией, главой муниципального образования. И с этого момента ТОС уже считается созданным. Но оно не является как юридическое лицо. И здесь уже 2-й этап – это зарегистрировать вот этот ТОС в качестве юридического лица. И для того, чтобы зарегистрировать ТОС в качестве юридического лица, необходимо подавать документы в Министерство юстиции, и, соответственно, требуется
тот перечень документов, который уже был мною вас ознакомлен. Вот, по первому этапу вам необходимо для начала образовать инициативную группу, которая будет заниматься всей дальнейшей организацией по созданию ТОС. Обычно на практике у нас в Республике Саха-Якутия инициативная группа создается решением собрания жителей. Не путать с учредительным собранием жителей. Это такое предварительное собрание жителей, которое, предварительно собравшись, создают инициативную группу. Обычно оно и определяет сразу же территорию ТОС, наименование ТОС и устанавливает норму представительства делегатов на учредительную конференцию, либо на учредительное собрание жителей. Почему мы предлагаем, советуем указывать конференцию? Потому что, согласно закону, ТОС создается при 1/3 учредителей собраний жителей, да, а все собравшиеся жители территории, которые хотят создать на своей территории ТОС, будут являться учредительными. А заявление по форме R11001 при заполнении ее требуется заполнить на всех учредителей. То есть обычно у нас ТОСы создаются на микрорайоны, на улицы, либо на все село, да, и даже 1/3 населения у нас бывает уже многочисленным, от 100 человек, либо там даже 70-50 человек, и на всех людей заполнять это будет уже проблематично. И больше шансов на, как говорится, сделать ошибку, да, в заполнении заявления. Поэтому вы можете в предварительном собрании жителей назначить норму представительства, например, от 10 человек будет выступать один представитель, и от 50 человек 5 представителей. Вот, идем дальше. Да, инициативную группу после избрания инициативной группы она занимается организацией по созданию ТОСа. Например, обращается в администрацию за получением информации о количестве жителей, достигших 16-летнего возраста на территории создаваемого ТОС. Запрашивают схему и описание границ территории создаваемого ТОС. Может раздавать листовки, разъясняющие жителям, например, которые не участвовали и не участвовавших в предварительном собрании жителей, что такое ТОС и зачем оно создается. Подготавливают устав ТОС, проект устава, предоставляют в представительный орган муниципального образования о рассмотрении предложений по границам создаваемого ТОС. Представительный орган ТОС – это у нас наследный совет депутатов бывает. Вот. И именно совет депутатов принимает решение об утверждении границ создаваемого ТОС. Устав ТОС должен содержать следующие положения. Это непосредственно территория, на которой будет оно осуществляться, цели задачи, формы, основные направления деятельности ТОС. Также порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий всех органов ТОС, порядок принятия по ним решений, порядок приобретения имущества, порядок прекращения осуществления ТОС. Забыл сказать, что ТОС создается в качестве юридического лица в форме общественной организации. То есть все требования, которые относятся к общественной организации, они относятся также и к ТОС. После того, как была проведена учредительная конференция, либо, возможно, и учредительное собрание жителей, на которое должно быть учреждаться ТОС, либо создаваться ТОС,
принимается также и утверждается устав, избираются все органы, которые указаны в уставе ТОС, определяется минимальный размер имущества, а он у нас такой же, как и уставной капитал для коммерческих организаций, это минимум 10 тысяч. Все документы, либо не все документы, либо бывает такое, что решение, протокол, да, и устав подаются в главе муниципального образования, либо просто в администрацию, и глава, либо какой-то уполномоченный орган местного самоуправления уже принимает решение о регистрации устава ТОС. Обычно у администрации уже имеется весь порядок регистрации ТОСов в собственном уставе муниципального образования, либо создается специальное положение о регистрации уставов ТОС. Вот, с этого момента первый этап уже как бы заканчивается, и с этого момента ТОС является зарегистрированным, и оно может осуществлять свою деятельность, ради чего оно было создано. И в дальнейшем, если некоммерческая организация, ТОС хочет создать, участвовать, например, в грантах, конкурсах, в субсидиях, оно обязательно должно зарегистрироваться в качестве юридического лица, и для этого требуется зарегистрировать в обязательном порядке ТОС уже в Министерстве юстиции. Вот, подаются документы в Министерство юстиции, также требуется тот же перечень документов, это у нас заявление по форме R11, протокол, устав, как вы видите, все в том же количестве экземпляров, квитанция об уплате госпошлины. И требуются также дополнительные документы. Это положение о порядке регистрации устава, решение либо постановление муниципального образования, справка, подтверждающая, сколько человек проживает на данной территории старше 16 лет, решение муниципального образования об утверждении границ ТОС и протокол собрания жителей ТОС, предварительного собрания жителей ТОС. Вот, здесь у меня уже по статусу юридического лица, какие плюсы и минусы, если ТОС будет зарегистрировано в качестве юридического лица. Но тут самым главным и жирным плюсом является возможность участия в конкурсах и грантах региональных, российских и международных фондов и грантодателей. Вот, на этом у меня все. Если есть вопросы, вы можете их задать, я могу попробую на них ответить. Либо непосредственно уже через, можете в последующем обратиться непосредственно ко мне. Мой телефон указан на слайде, юрист 8 924 56 99 505, либо через администратора по телефону 701 082. На этом у меня все. Если нет вопросов, то до свидания. Спасибо большое, Вячеслав. Рада, что вы познакомились. В чате нет вопросов? Как хорошо работать с арктическими районами. Никогда не задают вопросов. Но я уверена, что они у вас возникнут, потому что, ну, во-первых, вопросы уже были вчера, даже на пленарке. Некоторые районы отмечали, Вячеслав, что была проблема при регистрации. И вы, пожалуйста, пишите в чате и выходите на нас по этим номерам. Именно по регистрации это Вячеслав. Даже если вы позвоните к администратору или мне лично, или Надежде Моисеевне, мы все равно переадресуем к Вячеславу. Если есть вопросы по регистрации, это точно к нам. Если есть вопросы по проектам, это точно к нам. Если есть вопросы, как войти в реестр поставщиков социальных услуг, это точно к нам. Но я хочу сказать, что мы сегодня можем подводить итоги. Мы вас мучить не будем, вам еще добираться до дома. Где-то пурга, где-то полярная ночь. И вообще мы немного устали. Но я думаю, что 2 дня с 10 до 6 практически
работы по одному направлению. Гражданские выходные не от слова «отдыхать», а гражданские выходные от слова «выход за пределы», выход и развитие некоммерческих организаций. Подвести итоги 2 дней – это то, что мы вчера с вами послушали наших уважаемых экспертов, мы послушали классные презентации, просто информативные руководители администрации районов. Мы сегодня с вами заслушали, можно посчитать, сколько проектов, но родится у нас такой буклет, он будет виртуальный, мы его обязательно вам отправим, может быть, мы сделаем его потом и не виртуальным, почему бы и нет, потому что это достаточно интересно. Булун у нас представил 9 проектов, сколько было? Верхоянский, Венебытантайский, Среднеколымский, Жиганский, и заслушали сегодня Вячеслава. Самое главное, что с нами были великолепные эксперты из Тюмени, Москвы, Владивостока и Хабаровска. Еще раз повторяю, что мы направим вам материалы с флешками и наши конструкторы. Я думаю, что мы много флешек слать не будем, это, будьте здоровы, это не целесообразно, потому что можно в любой момент скачать. И Булунский район точно прокрутит это на своей внутренней сети, о которой они вчера говорили. Я бы хотела попросить ответственных кураторов по развитию проектов некоммерческих организаций, молодежи, культуры, соцзащиты и так далее. Я бы хотела, если кто-то не успел, не подключился, был в отъезде далеко за пределами, плохой интернет, встречаться, смотреть наши записи, обсуждать и задавать нам вопросы. Вы теперь знаете, как нас зовут. Вы видели нас в течение 2 дней, поняли, какими компетенциями обладаем мы, а мы знаем, что теперь делается у вас в плане развития некоммерческого сектора и развития гражданских инициатив. И завтра у вас по отдельной ссылке, надо эту ссылку, кстати, кинуть, как это сделать, из презент. 3-й день передайте. Есть программа? Леониду передайте. Сейчас мы отправим ссылку на завтрашний семинар, который будет проходить с 10 утра и с перерывом на обед, до обеда и после обеда. Это именно об участии в конкурсе фонда Владимира Потанина. Для тех, кому интересно, и для некоммерческих организаций, у которых есть опыт. Вот эту программу можете сейчас на почту отправить, последнюю, чтобы он быстро ссылку скопировал и поставил. Последняя программа на нашей почте есть. Ну и, в принципе, мы можем это в сети еще, да, отправить. Я думаю, что те материалы Жанны, которые есть, мы тоже можем прикрепить на эту флешку, для того, чтобы мы, как бы вся информация действительно дошла. Ну что, я желаю вам удачи. В фонде «Семья для ребенка» последний. Я желаю вам успехов в разработке проектов. Я желаю вам успехов в, значит, ваших гражданских инициативах. И время непростое, и пандемия показала, что объединяться, создавать коалиции, сотрудничать, соглашения подписывать, помогать друг другу безвозмездно, оказывать волонтерскую деятельность и так далее, это сейчас важно, актуально и просто жизненно необходимо. А в Арктике так тем более, потому что мне кажется, основной целью это не только развивать, но это, конечно, жить в очень сложных природно-климатических условиях. Отправляется? Все, уже отправили. Вот эта ссылка на завтрашний вебинар по участию. Будем вести не мы, но это предложение Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Спасибо. Если вам понравилось, помашите рукой, поставьте реакцию, напишите в чате. До новых встреч. Теперь знаете, как мы выглядим, а мы знаем, как выглядите вы. Спасибо, нам было очень приятно с вами. Любим Арктику. И приедем к вам обязательно, когда закончится эта пандемия.